Всем привет! Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Здесь не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. В Азиатском кредитном фонде работают люди, имеющие большой опыт. Они с удовольствием делятся своими секретами и мастерством, предлагают точные расчеты. Корова – самка подвида Бустаурус таурус, домашний бык, парнокопытное, жвачное животное, а домашними подвид дикого быка. Разводятся для получения мяса, молока и кож. Самцы вида называются быками, детеныши – телятами, кастрированные самцы – волами. Молодых до первой стильности животных женского пола называют телками. Нитель – это продуктивно осемененная стильная телка. Беременность длится 9 месяцев. Различают мясные, мясомолочные и молочные породы коров. Предком домашних коров был дикий бык, в частности, его вымерший в дикой природе подвид тур. Крупный рогатый скот и, в частности, коровы играют видную роль в человеческой истории. Одомашнивание началось во времена раннего неолита, примерно 8,5 тысяч лет назад, вслед за одомашниванием коз, овец и свиней. Корова в крестьянской семье издавна олицетворяла богатство и достаток. Крестьяне ее часто называли кормилицей. Потерять корову, особенно в неурожайные годы, для крестьян было равносильно катастрофе. Поэтому корову в глубинке, в аулах, деревнях всегда очень уважали, всячески оберегали. В Индии из древности корову считают священным животным, воплощением Великой Матери о Дети и Земли, а иногда даже всей Вселенной. В Древней Греции корову часто изображали с сосущим в имя теленком, что означало умножение божественной силы. Отходы жизнедеятельности коровы, навоз, используются в качестве хорошего удобрения. В 2009 году был расшифрован геном коровы, что позволит улучшить и ускорить выведение пород с требуемыми для сельского хозяйства свойствами. Хочу купить корову, чтобы мои дети пили натуральное домашнее молоко. И у меня такой вопрос. С чего мне начать? Где купить и какую породу? В питании каждой семьи молочные продукты играют большую роль. Чтобы корова давала много молока, надо правильно кормить ее и хорошо за ней ухаживать. Ваша коровушка – это маленькая молочная фабрика. Немного потрудитесь, и на столе будут сметана, масло, сыр, творог, айран. Да еще и для сада-огорода бесплатное, полезное органическое удобрение. При хороших надоях будут образовываться излишки, и вы сможете не только окупить расходы на кормление и содержание коровы, но и заработать. В советское время, в прошлом веке, в 50-х годах, была создана так называемая алатауская порода крупного рогатого скота. Алатауская. Она была создана на основе скрещивания с шведской породой, которая была завезена из Европы, из Швейцарии. Там альпийские луга, и эта порода создавалась у нас в Алматинской области для того, чтобы природно-климатические условия подходили. Вот эту породу мы получили в 50-м году. Вот. Эта порода имела продуктивность в пределах 2800-3000 килограмм молока за лактацию. А лактация – это примерно 305 дней. Как видите, продуктивность местного скота была поднята примерно в 2,5-3 раза. И вот начиная с 80-го года до 2007 года мы проводили эту работу, скрещивали эту же алатаускую породу с породой шведской, но уже не европейской, а американской селекции. И вот создали мы в этой породе внутрипородный тип. Вот сейчас мы имеем этих типовых животных, которые имеют продуктивность 5 и более тысяч килограмм. Вкусовым качеством наше мясо считается, мясо наших животных считается лучшим. Это вот самый выигрышный момент для нашего мясного скотоводства. Это признают все. Прежде чем купить корову, надо знать, что существует 4 категории пород: мясная, молочная, мясомолочная, либо для разведения с последующей продажей молодняка.
Казахстане разводится очень много пород крупного рогатого скота по двум направлениям. Значит, молочное направление и мясное направление. По молочному направлению у нас получили распространение по зональным, как говорится, территориальным возможностям или породным районированием, так называемые, 7 пород крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления. Имеются свои отечественные. Больший спросом пользуются, конечно, отечественные породы скота, потому что они приспособлены к местным условиям, природным, кормовым, и более, как говорится, терпимы к условиям недостатка определенных питательных веществ, может быть, при кормлении. В 21 веке сохранились известные способы покупки коровы. Купить можно на скотном рынке, на племенном заводе, у знакомых с рук и, наконец, при помощи интернета. Если для вас достаточно иметь удой с коровы от 6-7 литров до 20, то можно приобрести на скотном рынке. По цене дешево, но придется верить на слово про удой. У нас в Казахстане разводится несколько пород молочного и мясного скота. Мясной и молочный скот отличают по своим качествам. Молочный скот, например, производит продукцию молоко и теленка. Мясной скот только один вид продукции – это теленок, который имеет более интенсивный рост. При этом мясной скот, наши культурные породы, например, апрес, алатауская, черно-пестрый, красно-пестрый и бурый скот молочного направления. Наш молочный скот хорошо приспособлен к местным условиям. Они хорошо потребляют пастбищную травостой и также потребляют корма. Но мясной скот, по сравнению, например, молочный скот на пастбище потребляет всего 250-300 видов растений, а мясной скот в 2 раза больше, то есть до 600 видов растений. Но они все не очень требовательные к местным условиям, потому что они приспособлены животные к местным условиям. Отличительной чертой нового типа является их высокопродуктивность. В сравнении с материнской основой прибавка удоя на сегодня имеет 1000-1400 кг молока на корову. При этом у них улучшились технологические качества. То есть скорость молокоотдачи, выраженность тип, молочный тип выраженный, форма вымени в основном чаще и ваннообразной, это желательные формы в молочном скотоводстве. Скорость молокоотдачи на уровне 1,85 кг в минуту. Тема разведения крупного рогатого скота весьма многообразна и обширна. В одной из передач мы продолжим эту тему, и вы узнаете, как сберечь вашу буренку от болезни, как ее правильно вырасти и понять, насколько это выгодно уже только потому, что в вашем доме есть молоко. Высокий удой от 40 до 60 литров гарантированы от буренок, приобретенных на племенном заводе, из разряда недешевых, но с высоким удоем, документами и рейтингом в списке «Знак качества». Ну и доступный, набирающий интерес и доверие интернет-запрос. Это возможность купить кормилицу от простых до уникальных пород с приложением портфолио, рекомендаций по уходу документами и гарантией. Будьте готовы к тому, что и цена будет уникальной. Чтобы узнать возраст буренки, достаточно посчитать кольца на рогах. Такое кольцо образуется во время стельности, которое бывает, как правило, раз в год. К этому числу прибавьте 2-2,5 года. Каждый хозяин понимает, чтобы корова давала больше молока, ее надо хорошо кормить. Как кормилица ест, так она и кормит. Должен состоять из сена, не менее 10 кг для молочного скота, не менее 20 кг силоса, 8 кг сенажа, и из расчета на каждый надоенный литр молока не менее 300-350 граммов концентрированных кормов.
Дело в том, что для образования молока организму коровы необходимы многие вещества, причем в определенном соотношении. Для принятия такого важного решения, как приобретение, рубрика «Почем?» она поможет сориентироваться по цене и не только. Средняя цена крупного рогатого скота по Казахстану составляет 85 585 тенге. А теперь давайте узнаем мнение экспертов. Во сколько же обходится содержание коровы? Содержание скота бывает стойловое, пастбищное, стойлово-пастбищное. Вот в зависимости от формы содержания будет, значит, и соответствующие затраты. Но если брать в среднем по Казахстану, то 6 месяцев стойловое и 6 месяцев, допустим, пастбищное, стойловое, пастбищное, то наши ученые посчитали, для содержания одной коровы необходимо где-то в пределах 90-95 тысяч тенге. Из своего хозяйства, конечно, лучше в любом случае, чем покупать уже. Когда свой участок и вот есть где пасти, конечно, это предпочтительнее дома держать. Потому что я знаю много семей, которые именно живут, ну, скажем так, своим частным хозяйством. И в меньшей степени обращаются, ну, там только муку, сахар, купить то, что нельзя вырастить. Ну, а так, конечно, было бы предпочтительнее. Народная мудрость гласит: «Желай соседу 2 коров, будешь при одной здоров». А посмотрев нашу передачу, у вас есть реальный шанс сделать из одного теленка целое стадо. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может смело завести собственное фермерское хозяйство, иметь подворье, разводить домашних животных, выращивать культуру и иметь на столе продукты, а вместе с тем и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!